Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане представили новый график движения поездов. В апреле в стране пройдет конкурс красоты ахалтекинских коней. В Ашхабад приедут делегации SpaceX и Alibaba и другие новости. В Туркменистане увеличили количество пассажирских поездов дальнего следования. Согласно новому графику движения, поезда, соединяющие Ашхабад с Туркменабадом, Туркменбаши с Эрхетабадом и Газаджигом, стали курсировать ежедневно. Благодаря новому графику жители Балканского, Марийского и Либабского вилаятов получат постоянное сообщение с Ашхабадом. Приобрести пассажирские железнодорожные билеты в Туркменистане можно на официальном сайте агентства Туркмен Демир Йоллары. SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, подтвердила свое участие в международной транспортной конференции ITTC 2023, которая пройдет в Ашхабаде 3-4 мая текущего года. В форуме примут участие более 500 специалистов из 40 стран мира. В мероприятии также примут участие такие известные компании, как Alibaba, Airbus, Boeing, Lufthansa, Flydubai, Lukoil, Lenovo, Hyundai, Toyota, Российские железные дороги и многие другие. В Туркменистане выберут самого красивого ахалтекинского коня. Международный конкурс красоты ахалтекинских коней состоится 30 апреля в Ашхабаде. Помимо этого, в Туркменистане пройдут конкурсы среди деятелей культуры и искусства на лучшее художественное воплощение красоты ахалтекинских скакунов. Посольство Катара в Туркменистане пригласило мусульман для приема пищи в Рамадан. Временный поверенный в делах государства Катар в Туркменистане Ганем Абдулла Аль-Римайхи пригласил представителей мусульманской общины, чтобы те могли совершить ифтар. Мероприятие в штаб-квартире посольства государства Катар в Ашхабаде посетили заместитель министра иностранных дел Туркменистана Берденияз Метиев, а также главы дипломатических миссий и офисов международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. В феврале текущего года Киргизстан закупил у Туркменистана 62 миллиона 50 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Общая стоимость составила 161 миллион 587 тысяч сомов. День Победы в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате. В регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе и акция «Бессмертный полк». В Яндекс.Браузере появилась функция перевода видеоконтента с китайского языка. Нейросеть обучили не просто переводить с субтитрами, а накладывать озвучку на русском при просмотре видео на китайском языке. По словам представителей Яндекса, после добавления функции перевода с китайского на русский появилась возможность работы с другими схожими по сложности языками – японским и корейским. Чтобы обучить нейросеть китайскому, ее для начала заставили выучить 6500 иероглифов, а также выучить 4 тона, с помощью которого в китайском языке определяется смысл сказанного. Футбольный клуб «Аркадак» одержал победу над Марийским Мервом в своем дебютном матче в чемпионате Туркменистана по футболу. Поединок состоялся на поле стадиона Нисса в Ашхабаде и закончился со счетом 2-1. «Аркадак» набрал первые 3 очка и закрепился на 3-й строчке турнирной таблицы. В других встречах вторника «Капидаг» в гостях обыграл «Энергетик» 2-0, а Небичи на своем поле оказался сильнее Шагадама 2-1. В ответных четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов обошлось без сюрпризов. «Реал» вновь обыграл «Челси», а «Милан» выстоял против «Наполи». Таким образом, «Реал» и «Милан» вышли в полуфинал. Сборная России отказалась от участия в турнире Центральноазиатской футбольной ассоциации. Как пояснили в Российском футбольном союзе, помехами стали опасения большой нагрузки на игроков и жара. Аль-Наср Роналду проиграл Аль-Хилялю 0-2 в чемпионате Саудовской Аравии, а Диону Галу реализовал 2 пенальти. Криштиану не забивает уже 2 матча подряд. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.